Нуркасы Батырбеков страдает гепатитом типа Б и Д уже более 20 лет. Заразили его в больнице во время процедур по подготовке к операции. Врач, который брил его травмированную голову, оказался болен. С тех пор Нуркасы пытается справиться с болезнью. Уже не первый год он оббивает пороги Минздрава с просьбой ввести обязательную вакцинацию населения, чтобы хоть как-то защитить их от этого страшного недуга. Сегодня, по оценкам самих инфицированных, количество больных в стране исчисляется десятками, если не сотнями тысяч. И если за ситуацию не взяться всерьез, здоровых взрослых людей в стране может не остаться. Из-за того, что мы относимся к своему здоровью неответственно. Из-за этого растет на сегодняшний день, она растет по часам. Потому что мы зараженные, мы не сидим в закрытом клетке, мы пользуемся услугами медицинского, другими услугами пользуемся. Но ввиду того, что у нас как-то государство должно уделить внимание, и нас, взрослое население, про вакцинацию надо делать. Чтобы провести вакцинацию, сегодня делает в частных клиниках вакцинацию. Я сумму не буду назвать, но тот же можно было взять государство и вакцинацией заниматься людям. Если будем так идти, в ближайшие 5 лет взрослый, трудоспособный народ не останется. О том, что проблема в стране действительно серьезная, в Минздраве прекрасно знают. Профессор Сапарбута Бакалова уже устала доказывать необходимость борьбы с гепатитом. Ежегодно в стране фиксируется до 22 тысяч случаев заболевания. Чаще всего это легкие формы – гепатит А, в народе желтуха. Но и с тяжелыми формами ситуация обстоит очень сложно. Исследования показали, что хуже всего в этом плане в регионах страны. Значит, мы обследовали около 7 тысяч наших пациентов. Во-первых, это были пациенты, которые поступили в институт онкологии, там и дети, и взрослые. В национальный госпиталь 2500, кардиологический центр наш, тот же Джалабад, Нарынская область. И оказалось, к сожалению, у 10, в некоторых районах у 17% из числа обследованных обнаружился гепатит Б или С. Вообще, в науке, в статистике существует такое понятие. Если какое-то заболевание встречается больше, чем у 2% из числа обследованных, то этот регион считается, опасным по данному заболеванию. А наши показатели в 7 раз превышают этот порог опасности. В соседних странах, говорит профессор, распространение болезни удалось снизить. Возможно, это и у нас. Но на это нужны средства. Платить по полному тарифу население не хочет. Инфекционисты пытались решить проблему самостоятельно. Обращались к депутатам и чиновникам за помощью. Но никто не дал ни копейки. Чтобы хоть как-то решить проблему, врачи обратились за помощью к производителям лекарств. Ну и в этом случае придется искать средства. Я договорилась с заводом, выпускающим вакцины. К сожалению, у нас один дистрибьютор на весь Кыргызстан, он, конечно, продает втридорога, и это, конечно, недоступно. И я договорилась с этим заводом, чтобы они, нам давали вакцину по себестоимости, там, конечно, будет туда закладываться транспортировка и так далее, и чтобы люди, которые у нас сдали на гепатиты анализ, и у них отрицательный результат, то есть он не заражен, чтобы они поголовно получали эту вакцину у себя в поликлинике. Мы хотим обеспечить, дадут мне это сделать или не дадут, тоже большой вопрос. Инфекционисты и больные гепатитом надеются, что правительство сможет найти деньги хотя бы на начало вакцинации. Другим способом болезнь не остановить. Недавно Нуркасы Батырбеков узнал, что врач, который заразил его гепатитом, до сих пор работает в клинике. А значит, вполне может инфицировать еще ни одного пациента. И очагов распространения гепатита сегодня, к сожалению, достаточно не только в больницах, но и в стоматологических поликлиниках, маникюрных салонах и других местах. Игорь Потанин, Урмат Мамбеталиев, НТС.